Приветствую вас, друзья! Сегодня мы начинаем второй сезон нашего проекта о перевоплощении. Ну а сейчас я направляюсь на встречу с молодым и талантливым режиссером Набат Гасановой. Возможно, вам это имя уже знакомо. Молодой перспективный режиссер Набат Гасанова – новая героиня Халиде Fashion. Она автор ярких клипов и интересных короткометражных фильмов. Набат с легкостью проведет уроки по видеомонтажу и режиссуре. Искренняя, позитивная и харизматичная девушка твердо идет к своим целям. Для нее участие в Халиде Fashion – возможность увидеть себя с другой стороны. Набат, очень рада встрече. Давно мы с тобой не виделись. За это время ты немного изменилась, но выглядишь по-прежнему очень хорошо. Расскажи, что произошло за это время и каких перемен ты ждешь от нас? Здравствуйте, Халиде Ханум. Я тоже очень рада вас видеть. И скажу честно, у меня желание вообще поработать с вами как со стилистом было очень давно, много лет. И потому что мне всегда не хватало уверенности в том, как я выгляжу. Так как моя работа всегда очень такая нестандартная, съемки в разных локациях, для меня важнее всего это комфорт. Поэтому я не всегда соблюдаю вот эти вот нормы какие-то модные или не всегда обращаю на женственность варианта. Для меня более это спортивный вариант, привычнее. И со сменой деятельностью, с тем, что мне сейчас приходится больше находиться в помещении, в офисном варианте, преподавая, мне хочется выглядеть более женственно, более уверенно в себе. Вот, а спортивный вариант не очень этому способствует. Сейчас, в данный момент, я хотела бы небольшое изменение себя приурочить к определенному событию. У близких мне людей будет свадьба, и хотелось бы выглядеть там более нестандартно, не так, как ко мне привыкли, какие-то элементы женственности более добавить и, в общем, в принципе, изменить себя и посмотреть на себя в другом амплуа, может быть. Владимир, сегодня мы имеем роскошные от природы волосы, очень живые, волнистые, пышные. И мне кажется, что можно сегодня нашей героине подчеркнуть эту природную красоту, да, не сильно меняя их форму и цвет, потому что, как по мне, очень все гармонично. Халиде, я согласен с тобой, волосы очень красивые сами по себе. Немножко неправильно подобрана форма для кучерявых волос, потому что есть специальная техника простригания для кучерявых волос. Мы придадим сегодня эту форму, и тогда появится объем и красивый локон. Фатиме, ну что ж, передаю тебе в руки нашу героиню. Отмечу, что мне очень нравятся ее черты лица, и хотелось бы сегодня подчеркнуть все очень деликатно, но в то же время придать яркости губам, глазам. И я надеюсь, что ты справишься с этим легко. Набат красивая, яркая девушка. Я хочу подчеркнуть ее яркие черты лица легким смоки и сделать губы в ягодном оттенке. Я думаю, то, что ты предлагаешь, идеально впишется в этот образ. Набат, для ежедневного макияжа я тебе рекомендую использовать легкую тональную основу, а также использовать румяна. Макияж завершен. Отлично, Набат сейчас переодевается и впервые увидит тебя в полноценном образе. Отлично, я очень довольна образом. Удобно, комфортно и при этом очень женственно и красиво. Я очень довольна, я даже не ожидала, что может получиться настолько красиво. Макияж в первый раз мне действительно понравилось, как я выгляжу с макияжем, и все это выполняет полноценный образ. Я готова.
Анна Бат очень женственная фигура, классический образец песочных часов, но она всячески ее маскирует. Для ее комфорта я предложу ей брючный костюм, который можно носить без пояса и с поясом. Вариант, в котором мы подчеркиваем талию, создает очень женственный силуэт, но при этом сохраняет свободу и характер. Этот выпуск подошел к концу, ну а с вами мы встретимся в следующее воскресенье. Если вы хотите стать участником нашего проекта, отправляйте свои анкеты, я обязательно вам позвоню.